Президент Анатолий Бибилов принял участие в мероприятиях, посвященных пятилетию провозглашения Донецкой Народной Республики. Выступая на торжественном собрании, Анатолий Бибилов отметил общность интересов русского мира, в который вместе с Российской Федерацией входят ДНР, ЛНР, Южная Осетия и Абхазия. Есть такой проект, такое понятие, как русский реактор. Так вот, после развала Советского Союза, после тщательного ремонта русского реактора, после того, как его главный инженер, президент Российской Федерации, дал команду заработать этому русскому реактору, он в 2008 году заработал в Южной Осетии. Южная Осетия и Абхазия отстояли Южный фронт русского мира. Сейчас этот фронт переместился на восток, и мы все вместе, и Абхазия, и Южная Осетия, и, конечно, Россия, ДНР и ЛНР, этот фронт обязательно отстоим, как это сделали наши великие предки, советские войны, сказал президент. Он выразил уверенность, что дух свободы, справедливости, борьбы за независимость, который заложил первый глава ДНР Александр Захарченко и который сегодня поддерживает Денис Пушилин, приведет к результату, которым станет признанная Донецкая Народная Республика в составе Российской Федерации. Глава ДНР Денис Пушилин наградил Анатолия Бибилова орденом республики. Сегодня также состоялась протокольная встреча глав иностранных делегаций с главой ДНР. Делегация Южной Осетии посетила выставку достижений народного хозяйства. В поездке президента сопровождают председатель Верховного суда Олеся Кочева, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев, министр внутренних дел Игорь Нанев, депутат парламента Александр Плеев. Ирина Битева, Тамерлан Кусраев, программа «Неделя».